Мать Азамата Байдуева о похищении сына узнала лишь на второй день. Женщина живет в Польше. О случившемся в Чечне ей сообщил родственник. Мы звоним, да дядя его, он не отвечает. Да тети, она не отвечает. И вообще никто не отвечает. Звонили до соседей, они не отвечают. Все произошло около 12 часов ночи. По словам правозащитника Ахмеда Гисаева, сначала несколько десятков вооруженных людей славянской внешности заблокировали участок перед домом дяди Байдуева. После они ворвались внутрь и, применив силу, увезли 34-летнего Азамата в неизвестном направлении без объяснения причин. Эти люди имели вооружение, они переговаривались активно через рации. Они имели специальный транспорт, на котором они передвигались. И они имели на руках, на шевронах надписи ФСБ России, МВД России. По словам Маки Байдуевой, родственники, находящиеся в Чечне, в тот же день обратились в республиканское МВД. Написали заявление об его исчезновении. Зарегистрировали. Его ищут. Они говорят, пока не знаем, но надеемся. В Европу Азамат Байдуев уехал в 2006 году из-за преследований со стороны чеченских и ингушских силовиков. Через 2 года к нему переехали родители. Вся семья получила статус политических беженцев. Через некоторое время Байдуев переехал в Бельгию. Летом прошлого года бельгийские силовики заподозрили его в организации теракта, ссылаясь на информацию от французских коллег. Несмотря на то, что его причастность не была доказана, Азамата Байдуева депортировали в Польшу, где поместили в депортационную тюрьму. 31 августа его выслали из страны. По словам матери Байдуева, Азамат не имел никаких связей с террористами и относился к ним крайне негативно. Он никакой теракт не приготавливал, он не занимался, они хорошо это знали, прекрасно. Как он может готовить теракт в Европе? Откуда такие средства? Изначально чисто из-за религии придирались. Также, по ее словам, у Азамата серьезные проблемы со спиной и почками. В последнее время он проходил специализированное лечение. В Польше у него осталось 8 детей. Мака Байдуева до последнего момента считала, что чеченские власти не причастны к похищению ее сына. Я надеюсь на этого президента и именно на этого Даудова. Мне кажется, что от их имени есть такие люди, которые порочат их фамилию или что. Если до них эта информация дойдет, я думаю, что они отпустят. Но спустя 2 дня после того, как забрали Азамата, в МВД Чечни опровергли информацию о его похищении и заявили, что мужчина задержан по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Я считаю это очень позитивным моментом, то, что наконец-то ведомство федерального значения МВД России по Чеченской Республике признало, что человек фактически был похищен и находится у них. По данным ведомства, Байдуев дал признательные показания, что выезжал в Сирию и участвовал в боевых действиях. Против него возбудили уголовное дело. Я однозначно думаю, что Азамат себя оговорил. Вероятность применения пыток, в том числе к Азамату, она невероятно велика. В ближайшие дни представители чеченской диаспоры соберутся в Польше на митинг с требованиями отменить решение о депортации Азамата Байдуева. Григорий Ермилко специально для «Настоящего времени».